Основоположники национального вида борьбы хапсагай, хозяева турнира, сегодня остались без золотых наград. В весовой категории до 45 килограммов Ян Дичковский в финале не смог одолеть Оттука Хамушки из Сибирского округа. Зато во всех 3 весовых категориях якутяне пробились в финал. Вроде бы в своем коронном виде могли бы обеспечить золотую медаль, но досадный проигрыш не оправдал надежды земляков. Наши вторым номером хотели работать, но это не получится. Я думаю, сегодня тренера сделают выводы, и на завтрашний день мы надеемся на успех. В апреле месяце мы в Улан-Баторе, Монголии, 2-недельный сбор и участие первенства Монголии. И там ребята очень хорошо выступали. Свои силы еще демонстрировали борцы из Индии, Сирии, Армении и Туркменистана. Но успехом увенчалась только схватка Межлума Межлумяна из Армении с Петром Степановым с Дальнего Востока. В некоторых видах национальной борьбы народов Азии есть несомненное сходство. Поэтому у киргизов, бурятов, казахов и монголов в хапсагае достаточно хорошо подготовленные спортсмены. Так, бронза в категории до 70 килограммов досталась Мунстулга Дармаабазару из Монголии. Я дзюдоист, но специально готовился, чтобы выступить по хапсагаю. Оказывается, можно бороться. Очень рад. 15 дней готовились в Монголии, выступаем в первый раз. Очень рад бронзовой награде. Сибирский федеральный округ был представлен бурятами и тувинцами. Во всех 3 весовых категориях якутский ковер для них оказался золотоносным. Готовился, ничего, нормально. Хапсагай, как наша борьба национальная. Задумал ноги пройти, уронить. Все, больше ни о чем не думал. Главное, ноги пройти. Все. Миргуяна Егорова, Евгений Лугинов, «Дети Азии», Якутск. На играх «Дети Азии» начался мужской баскетбол. На паркет вышли соседи – игроки сборной Китая и Дальнего Востока. С первой же четверти стало очевидным, что российская команда настроена серьезно. Атака за атакой. Команда ДВФО за 10-минутку накидала 25 очков против 17 соперников. На второй четверти сборная Дальнего Востока продолжила натиск. Ребятам из Поднебесной пришлось играть в обороне. Итог четверти 55-38 в пользу ДВФО. На большом перерыве тренер КНР объяснил дальнейшую тактику своим баскетболистам, что позволило в третьей четверти провести ряд атак. Но их подвела точность бросков, и итог снова не в их пользу – 60-82. Но на второй минуте четвертой четверти неудачно прыгнул 34-й номер дальневосточников. Медики оказали баскетболисту своевременную помощь, и игра продолжилась. За оставшееся время россияне удержали преимущество. Итог матча 103-79. Не очень тяжело было играть. Мы играли в свое удовольствие, у нас все получилось. Мы выиграли. Наша команда, к сожалению, проиграла. Ребята не имели возможности тренироваться в течение 2 месяцев, так как в средних школах были экзамены, и это, безусловно, сказалось. Игры по круговой системе продолжатся до 16 июля. Первый день соревнований по тэквондо Федерация Республики подтвердила международный уровень турнира, предоставив участникам из 28 стран передовую систему электронного судейства. Новенькие электронные шлемы и трансмиттеры были специально закуплены для игр «Дети Азии». Приняв сигнал об очередном ударе, трансмиттер, который вставляется в электронный жилет, совершает отправку сигнала на сервер приема данных, где происходит его конечная обработка. Используется электронная система судейства нового поколения Ген-2. Такая же система будет использоваться и на Олимпийских играх в Рио. Традиционно сильными считаются тэквондисты из Южной Кореи, а потому их появление на играх, безусловно, стало событием. В своей стране эти ребята лучшие, а ведь там тэквондо носит массовый характер. Поддержать товарищей пришли и корейские теннисисты. Соревнования по настольному теннису уже закончились. Мы получили по двойному настольному теннису 1-е место. В одиночном я взял серебро. Теперь пришли поболеть за нашу команду.
Руководитель команды Кыргызстана Курманалиев Ермек не боится сильных соперников в лице тэквондистов из Кореи. Казалось, что они будут на высоком, ну, кажется, на нашем уровне выступают они тоже. В первом же бою заявил о себе якутский тэквондист Илья Родин со счетом 24-2, технично осадив своего соперника, сирийца Амара Назира. Но дальше удача покинула нашу команду. Ни один из якутских спортсменов не поднялся на пьедестал почета в первый день соревнований. Среди парней в финалах дня не оказалось и ни одного спортсмена с родины тэквондо. Только девочки-кореянки взяли медали. Серебро в весе до 55 килограмм и бронзу в весе до 44. Темными лошадками оказалась сборная Азербайджана. Их парни дважды выиграли бои за золото. Достойно выступили и казахи. У них есть женское золото, а юноши увеличили копилку медалей Казахстана на 1 серебро и 2 бронзы. Четвертый день соревнований по шашкам позади. Постепенно начинают определяться лидеры, но говорить о конечных итогах пока рано. Ситуация может меняться. По русским шашкам среди юношей стабильно лидирует Матвей Нетбайло из Уральского федерального округа. Матвей не проиграл ни одной партии на турнире и, как ни странно, прямыми конкурентами считает коллег по сборной. Он кандидат в мастера спорта, и на его счету участие во многих престижных турнирах. Свое пристрастие к шашкам он объясняет так. Это просто еще с детства, когда я в детском саду. Няня меня научила играть. Мне понравился спорт. Ну и к нам в школу пришел тренер. Я начал тренироваться, мне понравилось. Я выберу русские, не международные, потому что на русских больше маневренности. Международных там большая доска, там за всем не уследишь. На русский полегче. Завершив свою партию, Матвей следит за игрой коллеги по цеху Марины Лежневой, которая считается лидером по стоклетке. Шумно болеть за своих, конечно, запрещено. Эмоции читаются на сосредоточенных лицах болельщиков. 15 июля станут известны имена победителей.